Здравствуйте, уважаемые мои слушатели, учащиеся и студенты. Меня зовут Ахмадбеков Марсулпуевич. Я работаю преподавателем в Жалабадском колледже, в Жалабадском государственном университете. Я сегодня хочу вам рассказать о великом русском поэте XX века, в чьем творчестве нашла отражение целая эпоха. Художник огромной духовной силы, совестливый, благородный человек – это Александр Трифонович Твардовский. Сегодняшняя наша тема – жизнь и творчество Александра Трифоновича Твардовского. Поэма Василий Теркин. Цель нашего занятия – знакомство с автобиографией Твардовского, написание эссе на портрет Твардовского, составление кластера по творчеству Твардовского и 3 схемы на образ Василия Теркина. Задание, выполняемое на занятии. Внимательно слушать и конспектировать. Так, все должны взять ручки, тетради, приготовиться и будете записывать все, что я скажу. Второе. Написать эссе по творчеству Твардовского. Составление кластера на автобиографию Твардовского. Составление 3 схемы на образ Василия Теркина. План нашего занятия. Первое. Автобиография Твардовского. Здесь мы скажем о семье, расскажем о семье Твардовского, раннее творчество и учеба. Второе. Предвоенная деятельность Твардовского. Третье. Деятельность Твардовского в военное время. Портрет Твардовского. Пятое. Послевоенная деятельность. Шестое. Работа в журнале «Новый мир». Седьмое. Тема, основная мысль и идея поэмы Василий Теркин. Так. Биография Твардовского. Александр Трифонович Твардовский родился 21 июня 1910 года в Загорье, в Смоленской области. Отец Трифон Гордеевич был кузнецом, а затем купил 11 десятин земли, стал хозяйничать в небольшом хуторе. Он старался, чтобы семья жила в достатке. Но земля была скудная, не всегда давала хороший урожай. В семье у Твардовских было 9 человек. Семья была многодетная. В их семье было, как говорил Твардовский, не как у людей. Отец не разрешал носить лапти. Клочок земли, который обрабатывал, называл имением. Для формирования личности будущего поэта имела большое значение начитанность его отца, любовь к книге, которую отец воспитывал в детях. Твардовский писал в автобиографии: «Целые зимние вечера у нас часто отдавались чтению вслух какой-нибудь книги. Он рано познакомился с произведениями Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова. В семье царила особая атмосфера, которая оказывала влияние на творческое восприятие жизни маленького Саши. Мать и отец были не совсем согласны с литературной деятельностью Александра, потому что знали, что многие писатели остаются безызвестными и нищими. Дети учились то в гимназии, то в школе. Поэт рассказывал, что тянулся к литературе и особенно к стихам с детских лет. Так, дальше. Предвоенная деятельность писателя. Твардовский писал в редакцию смоленских газет, начал отправлять в редакцию смоленских газет небольшие заметки. Писал о неисправных мостах, о комсомольских субботниках, о злоупотреблении местных властей. 19 июля 1925 года в газете было напечатано его первое стихотворение «Новая изба». Так начался творческий путь писателя. В 1932 году по 1939 год Твардовский учится в Смоленском педагогическом институте на гуманитарном факультете. Затем в Московском институте истории, философии и литературы. Плодотворно пишет и печатается. В стране происходили переломные события. Шла ожесточенная классовая борьба. В деревне начали раскулачивать зажиточных крестьян, отправлять их семьи в ссылку. Семья Твардовских за неуплату налогов была переселена в Северную область Зауралья. Александр рано уехал в город, что спасло его от судьбы, которая выпала на долю родных. Далее. Деятельность писателя в военное время.
1939 году началась война с Финляндией, и он стал работать корреспондентом фронтовой газеты «На страже Родины». Затем началась Великая Отечественная война. Он работает во фронтовой газете «Красная армия» на Юго-Восточном фронте. В 1944 году вся редакция вместе с бойцами и офицерами этого фронта Твардовский встретил День Победы. Далее портрет Твардовского. По воспоминаниям художника Верейского, рисовавшего портрет Твардовского, он был удивительно хорош собою. Высокий, широкоплечий, с тонкой талией и узкими бедрами. Держался он прямо, ходил, расправив плечи, мягко ступая, отводя на ходу локти, как это делают борцы. Военная форма очень шла ему к лицу. Он был очень смел и не знал чувства страха. По воспоминаниям знакомых, которые с ним отдыхали на курорте в Гаграх, он бросался в мутные, ревущие волны, заплывал километра на 1,5 от берега, тогда, когда другие, причем отличные пловцы, боялись даже приблизиться к воде. Наряду с храбростью Твардовский обладал также изрядной физической силой. Так, послевоенная деятельность писателя. Твардовский начал После войны он пишет проникновенное стихотворение о погибших солдатах «Я убит под Ржевом». Далее он пишет поэму «За далью даль», и также поэму «По праву памяти», которая содержит лирическую исповедь поэта, пережившего тяжелые потрясения. В течение 16 лет Твардовский был главным редактором журнала «Новый мир». В эти годы журнал стал значительным событием в культурной жизни страны. Александр Трифонович собрал вокруг себя «Нового мира» лучших писателей-шестидесятников. Читатели ждали выхода нового номера, как глотка свежего воздуха. Твардовский поддерживал многих начинающих писателей. «Новый мир» стал ведущим органом демократического обновления общества. Ни одной другой орган печати не сказал тогда так много горькой правды о сталинской эпохе, о культе личности Сталина, как это сделал «Новый мир». В 1970 году, в период начинающийся так называемого застоя, был отстранен от руководства «Новым миром», что ускорило его безвременную кончину. Твардовский переживал уход из «Нового мира». Нервное состояние сказалось на здоровье. Писатель переносит инсульт, после которого не двигается и не разговаривает. Поэта госпитализировали. Врачи обнаружили у него рак легких и запущенной формы. Он умер 18 декабря 1971 года. Похоронен в Новодевичьем кладбище. Итак, я завершаю свой рассказ о великом писателе русской литературы 20 века Твардовском. Мы узнали и проследили весь жизненный и творческий путь писателя поэтапно. Узнали, какой он внес вклад в победу русского народа над фашизмом. Узнали его по-новому. А теперь запишите домашнее задание. Так, первое. Написать эссе по творчеству Твардовского. Второе. Составить кластер по автобиографии Твардовского. Третье. Прочитать поэму Василия Теркина и составить схему на образ Василия Теркина. Спасибо всем, кто меня терпеливо, внимательно слушал. Желаю всем здоровья, успехов в учебе. Чтобы выполнить домашнее задание, я дополнительно отправлю вам материал на портал АВМ.